Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров встретился с молодежью с самой высокой башни республики. Туда пришли блогеры, студенты, те, кому есть о чем спросить главу региона. Говорили 3 часа. О чем шла беседа, знает Андрей Чистяков. Они собрались в башне Согласия. 100-метровый символ народного единения стал площадкой для откровенного разговора. В Магаз глава республики позвал неравнодушную к проблемам молодежь. Вход абсолютно свободный, никаких предварительных списков. Прочитали в Инстаграме, пришли сюда. Мы прочитали его в Инстаграме, его в социальных сетях, узнали, что будет встреча, вот и пришли. В любом случае лучше живое общение с человеком, ты видишь его мимику. Ты можешь точно знать, что это никакая не лесть, что это только может быть правда, потому что человеку задаешь вопрос, он четко и ясно должен ответить. Формат встречи необычный. Все происходит внутри знакового для ингушей сооружения. Вопросы короткие, ответы быстрые. Поднятых рук, желающих спросить, много. На протяжении всей встречи башенные врата были распахнуты настежь. У горцев это не только знак большого события в семье, но и призыв входить открытым, то есть с добрыми помыслами. Палитра вопросов пестра. От простого любопытства, есть ли у главы велосипед и каков распорядок дня, до серьезной житейской прозы, трудоустройства и безопасность на дорогах. Кого это быть главой республики? Тяжело. Вот честно скажу, очень тяжело. Казалось, что 3 часа многочисленных «почему» слились в 1 минуту. Экватор встречи едва не омрачил погасший внезапно свет и умолкший микрофон. Башня-то еще строится. Техническую заминку не заметили. Юноши и девушки лишь ближе подходили к центру зала, чтобы спросить и услышать. Есть вопросы, на которые очень сложно ответить. Там много почемучек, да, если тем более они провокационные. Но, тем не менее, вот эти встречи, это, в том числе и моя инициатива, но в своем большинстве я услышал молодежь. В традиции горцев у каждой башни рядом обязателен чистый родник. Для местной власти такие площадки словно ориентир для новых идей. Некоторые из них рождают новые институты общественного контроля, как, например, молодежный совет, или даже помогают принимать кадровые решения. Удалась или нет эта встреча в гулкой прохладе символа единения, наверное, покажут отклики в социальных сетях и разговоры среди молодежи. Но то, что такая форма диалога с властью набирает популярность, красноречивее всего говорит отсутствие свободных мест. Андрей Чистяков, Евгений Радаев, Вести из Республики Ингушетия.